Добрый день, меня зовут Айсулу. Более 10 лет я веду тренинги для взрослых и детей по финансовой грамотности. И сегодня мы как раз с вами поговорим на эту тему. Современному гражданину для успешной и благополучной жизни недостаточно знания прав и обязанностей. Для достижения успеха необходимо освоить навыки эффективного управления личными финансами. Это становится особенно важным, если в нашей жизни есть обстоятельства, на которые нам всегда нужны средства. Это может быть, к примеру, стройка дома, ипотека или, к примеру, необходимость стабильных расходов на лечение или лекарства. Правильное распоряжение личными и семейным бюджетом позволит не только грамотно распределять свои средства, чтобы хватало на все важные и обязательные расходы, но и позволит увеличивать доход и начать копить деньги. Итак, мы предлагаем вам оставаться с нами и узнать, что такое быть финансово грамотным и финансово независимым человеком. Мы расскажем вам о правилах, которые облегчат путь к финансовой независимости. Как увеличивать свой доход? У каждого человека есть в среднем 25 550 дней, из которого половину мы спим, а часть проводим в детстве или в пенсионном возрасте. И у нас остается только около 7 тысяч дней на то, чтобы осуществить свою мечту. У вас есть мечта или цель? У многих из нас есть финансовые цели, будь то покупка дома или машины, сбережения для обучения детей или просто наличие большого количества денег для повседневных расходов. Один из лучших способов достичь этих целей – увеличить свой доход. Как это сделать? Первая стратегия увеличения вашего дохода – найти более высокооплачиваемую работу или договориться о повышении с вашим нынешним работодателем. Изучите заработную плату в своей области и будьте готовы к переговорам во время собеседования или обсуждения повышения с вашим начальником. Когда вы просите о повышении, важно продемонстрировать свою ценность для компании и свой вклад в успех компании. Не бойтесь предлагать, научитесь выходить из зоны комфорта. Невозможно зарабатывать большие деньги, если вы находитесь там же, где вы были вчера, или делаете то же, что вы делали вчера. Попробуйте. Второй способ увеличить свой доход – начать подрабатывать. Подработка – это способ заработка помимо основной работы. Это может быть что-то, чем вы увлечены, ваше хобби, например, фотография или писательство, или что-то, в чем вы хорошо разбираетесь, например, репетиторство или ремонт дома. Зачастую большой доход приходит не к конкретной профессии, а к человеку, который любит дело, которым занимается. Третье. Инвестирование в активы, приносящие доход, это еще один способ увеличить свой доход. Это может включать в себя сдачу в аренду имущества, приобретение акций или облигаций. Эти типы инвестиций могут обеспечить вам пассивный доход, то есть деньги, которые поступают без необходимости для вас активно работать. Однако важно помнить, что инвестирование всегда сопряжено с определенным уровнем риска. Поэтому важно провести исследование и понять потенциальные риски и выгоды, прежде чем инвестировать. Наконец, самое главное в увеличении дохода – надо учиться. Учитесь и приобретайте навыки. Мы живем в мире, где человек меняет профессию в среднем 3 раза за всю свою жизнь. Рынок труда меняется очень быстро. Быстро меняются востребованные профессии или компетенции. Чтобы оставаться конкурентоспособным и постоянно увеличивать свой доход, важно постоянно учиться, быть в курсе того, как меняется ваша профессия, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Интернет открыл совершенно новый мир возможностей для заработка, и, проведя небольшое исследование, вы сможете найти способы заработка, о которых вы, возможно, раньше и не подозревали. Подводя итог, можно сказать, что увеличение вашего дохода может потребовать времени и усилий, но изучив возможности более высокооплачиваемой работы, начав подрабатывать, инвестируя в активы, приносящие доход, и ища дополнительные источники дохода и постоянно обучаясь, вы можете встать на путь достижения своей финансовой цели. Не забывайте сохранять терпение и настойчивость, и не бойтесь исследовать разные стратегии, пока не найдете те, которые лучше всего подходят для вас. Как тратить с умом? Сколько денег вам надо для счастливой жизни? Вы знаете это? Вы считали? А что, если я скажу, что вам всегда будет не хватать денег? Вы замечали, как быстро мы находим применение случайному заработку? Это происходит потому, что есть одно важное правило в управлении деньгами. Расходы растут вместе с доходами.
Это значит, что пока мы не научимся правильно тратить, нам всегда будет мало денег. Неважно, зарабатываем мы 10 тысяч или 100 тысяч сом. Но что значит правильно управлять? Вот несколько стратегий разумного расходования денег. Первое. Составьте бюджет. Бюджет – это план того, как вы будете тратить свои деньги. Создав бюджет, вы будете иметь четкое представление о своих доходах и расходах и сможете увидеть, куда уходят ваши деньги. Это также поможет вам определить области, в которых вы можете перерасходовать средства и соответствующим образом скорректировать весь бюджет. Второе. Расставьте приоритеты в своих расходах. Определите, какие расходы наиболее важны для вас, и убедитесь, что вы выделяете достаточно денег, чтобы покрыть эти расходы. К примеру, если вы видите, что в этом месяце есть плановое обследование, вам необходимо будет сократить другой расход, к примеру, расход на тои или праздники, чтобы не уйти в минус. Третье. Совершайте вдумчивые покупки. Это может быть избегание импульсных покупок. Импульсные покупки могут стать серьезной тратой ваших финансов. Чтобы избежать таких покупок, перед походом в магазин составьте список покупок и придерживайтесь его. Дайте себе время подумать, прежде чем совершать покупку. Или подумайте, является ли это необходимостью или просто желанием. Берите с собой столько денег, сколько вам необходимо для похода в магазин, иначе есть риск потратить все. Или же ищите предложения и скидки. Потратьте время на поиски лучших предложений и скидок, сравните цены в интернете, проверьте наличие купонов или распродаж и подумайте о покупке бывших в употреблении вещей вместо новых. Это правило особенно хорошо работает с большими покупками. Иногда на скидках и акциях можно очень удачно приобрести товар. Но важно, чтобы скидки и акции работали на вас, а не наоборот. Четвертое. Инвестируйте в впечатления, а не в вещи. Вместо того, чтобы покупать дорогие материальные блага, рассмотрите возможность инвестирования в впечатления, такие как путешествия, посещение занятий или подписка на членство. Особенно это ценно, когда мы говорим про проведенное время с семьей. Наши дети запоминают не ценные вещи, а свои ощущения от совместного времяпрепровождения. Эти переживания могут принести долгосрочное счастье и воспоминания вместо краткосрочного удовольствия от материальных благ. Пятое. Меняйте привычки. Мы часто не замечаем, как много тратим на те привычки, которые вредят нашему здоровью или отнимают у нас много времени, не принося удовольствия. Подумайте сейчас и запишите те привычки, которые отнимают у вас много средств, но не приносят удовольствия или пользы. Подумайте, как вы могли бы отказаться от этих привычек. Шестое и самое важное в управлении своими расходами – это записывать каждый свой расход и анализировать в конце месяца. Это позволит вам составлять более реалистичный бюджет, который точно будет работать. Записывать свои расходы можно в приложениях таких как Wallet, Zen Money, Money Lover или в Excel-таблице. Но если все это усложняет процесс, просто заведите тетрадку или блокнот и начните записывать с сегодняшнего дня. Если боитесь забыть записывать, поставьте будильник на 10 вечера и запишите свои расходы ровно в это время. Это должно стать такой же привычкой, как чистить зубы. Для анализа своих расходов вы должны посчитать, сколько денег вы потратили по разным категориям. Например, вы суммируете все свои расходы на передвижение или транспорт, или же на продукты питания, или на лекарства, лечение, осмотры, анализы. И это позволит вам составить более правильный бюджет на следующий месяц. Разумная трата денег – это конкретно ваше поведение с деньгами и умение принимать решения. Поэтому очень важно, чтобы мы учили наших детей с детства управлять расходами правильно. Давайте своим детям карманные деньги, пусть они учатся ими управлять. Следуя этим стратегиям, вы научитесь разумно тратить деньги и достигать своих финансовых целей. Неважно, о какой сумме идет речь, ведь сколько бы мы ни зарабатывали, нам может не хватать, если мы не умеем управлять своими расходами. Как копить с каждого дохода? Все люди делятся на 3 категории по тому, как распоряжаются своими деньгами. Первая категория тратит больше, чем зарабатывает. Вторая категория тратит ровно столько, сколько зарабатывает. И третья категория людей тратит меньше, чем зарабатывает. Соответственно, может копить. К какой категории вы относитесь? Если вы относитесь к третьей категории, поздравляем. Если же вы относитесь к первой или ко второй категории, давайте посмотрим, как вы сможете перейти в хорошую категорию.
В этом видео мы обсудим стратегии формирования привычки сбережений и получения максимальной отдачи от ваших денег. Итак, как стабильно оставаться в третьей категории? Для этого нужно помнить о 3 шагах. Первый шаг к тому, чтобы сберегать с каждого дохода, это установить себе цель. Цель, для чего вы сберегаете. Это может быть краткосрочная цель, например, накопление на лечение ребенка или первый взнос на машину или квартиру, или долгосрочная цель, например, накопление на пенсию или образование ребенка. Постановка конкретной цели поможет вам сохранить мотивацию и сосредоточиться на сбережениях. При постановке цели обратите внимание на следующее. Первое. Будьте реалистичными. Большинство целей не достигаются именно потому, что была поставлена невероятная цель, к которой сложно прийти. Это демотивирует, и вскоре вы не захотите продолжать копить на эту цель. Ставьте цели, исходя из ваших текущих возможностей. Если возможностей не хватает на накопление цели, подумайте о том, чтобы поставить цель на повышение своего дохода. К примеру, накопить на переквалификацию или смену профессии, где вы сможете зарабатывать больше денег. Если цель большая, разбейте ее на несколько этапов. Наш мозг не любит большие трудные задачи. Именно это приводит к тому, что мы их постоянно откладываем. Мозгу будет легче вести вас к этой цели, если вы поделите сложную цель на несколько этапов и зафиксируете, к чему должны прийти в конце этапа. Поставьте это видео на паузу и пропишите свою финансовую цель, на что вы хотели бы накопить денег. Если у вас есть цель для накопления денег, следующим шагом будет планирование бюджета. Бюджет поможет вам понять ваши доходы и расходы, а также увидеть, куда уходят ваши деньги. Для освоения навыка планирования своего бюджета достаточно пользоваться такого рода шаблоном. Давайте рассмотрим правила планирования бюджета, чтобы он работал. Первое. Планирование бюджета необходимо делать в самом начале месяца и до того, как вы получили свой доход. Это поможет составить более реалистичный бюджет. Возьмите просто тетрадь, начертите там шаблон бюджета, который вы видите на экране, посмотрите записи ваших расходов, если достаточно данных, проанализируйте, на какие статьи расходов сколько вы потратили. Второе. Знаете, в чем разница богатых и бедных людей? Бедные сначала расходуют свои деньги и откладывают то, что остается. Богатые сначала откладывают и тратят остаток. Речь идет об одной и той же сумме денег. Поэтому второе важное правило – отложите средства на свою финансовую цель сначала, отобразите это в своем бюджете, и только после этого начните планировать остаток. Более того, пропишите для себя правило, что с любого дохода вы будете откладывать 10%. Третье. После этого запишите свои обязательные расходы. Обязательные расходы – это те расходы, от которых вы не можете отказаться. Это коммунальные услуги, аренда жилья или оплата за садик, оплата кредитов или других задолженностей. Расставьте приоритеты. Если ваша цель – дать хорошее образование своему ребенку, чтобы у него потом была финансовая независимость, стоит задуматься о том, нужно ли действительно тратиться на тои, праздники, подарки сегодня. И четвертое, теперь вы можете запланировать остальные расходы, исходя из их приоритетности. Одно из самых эффективных методов управления оставшимися деньгами называется методом 4 конверт. Вы можете разложить оставшиеся деньги в 4 конверта и знать, что у вас есть только 1 конверт на 1 неделю. Если вы потратите больше, тогда оставшихся денег вам может не хватить до конца месяца. Это отличный способ себя дисциплинировать и придерживаться намеченного бюджета. Третий шаг. Наконец, важно сохранять мотивацию и помнить о целях сбережения. Регулярно напоминайте себе о своих целях и отслеживайте прогресс в их достижении. Это поможет вам не сбиться с пути и мотивирует продолжать копить. Не уменьшайте роль визуализации в постановке цели. Для того, чтобы прийти к цели, мало просто записать ее. Главное ограничение в работе с целями – это ограничение у нас в голове. Если вы записали, но не верите, что сможете ее достичь, мозг автоматически расслабится и будет находить отговорки для того, чтобы ничего не делать. Поэтому помогите своему мозгу поверить в то, что цель достижима. Нарисуйте, наклейте эту цель в видном месте, читайте и смотрите про это. Так вам будет легче идти к ней. Следуя этим стратегиям, вы научитесь экономить на каждом доходе и выработаете прочную привычку откладывать. Как приумножать свои деньги? Богатого человека богатым делают его сбережения и накопления. Помимо простого откладывания денег, человеку нужно подумать о том, что делать с накопленными деньгами дальше.
Во-первых, нужно позаботиться об их сохранности и минимизировать риски потери денег или их кражи. Во-вторых, необходимо позаботиться о том, чтобы они не потеряли свою ценность от инфляции. Инвестирование ваших денег позволяет им расти более быстрыми темпами, чем простое их сбережение. Доступны различные варианты инвестирования, такие как инвестиции в акции, облигации, в бизнес, в недвижимость, банковские вклады или даже инвестиции в криптовалюту. Прежде чем инвестировать, важно провести исследование и понять потенциальные риски и выгоды. Подумайте о том, чтобы проконсультироваться с финансовым экспертом, если вы не уверены в своих инвестиционных решениях. Правильные инвестиции – это гарантия вашей финансовой независимости. Чем больше и лучше будут работать ваши деньги, тем обеспеченнее вы будете. Существует формула достижения финансовой независимости, которая состоит из 3 шагов. Шаг первый – это финансовая защита. Финансовая защита – это ваша финансовая подушка, минимальный фонд на неотложные нужды. Это страховка, которая сможет защитить вас в случае непредвиденных обстоятельств. Финансовой подушки должно хватить семье на 3-6 месяцев при отсутствии дальнейших заработков. К примеру, это может быть потеря работы или временная нетрудоспособность или отъезд и так далее. Давайте вместе посчитаем, какого размера должна быть ваша финансовая подушка. Предположим, что вы ежемесячно тратите около 40 тысяч сомов. Тогда ваша финансовая подушка на 3 месяца должна составлять 40 тысяч сом, умноженное на 3 месяца, 120 тысяч сом, а на 6 месяцев 240 тысяч сом. Финансовая подушка неприкосновенна, то есть может быть использована только в случае потери источника дохода или крайних непредвиденных расходов. Второй шаг – это финансовая безопасность. Финансовая безопасность достигается тогда, когда проценты от ваших инвестиций полностью покрывают необходимые вам текущие расходы. То есть это тот размер инвестиций, при котором вы получите необходимый размер дохода, не работая. К примеру, если у вас будет 3,5 миллиона сом, и вы инвестируете их и отнесете в банк под 14% депозит, ваш годовой доход составит 480 тысяч сом. Если разделить на 12 месяцев, вы будете получать по 40 тысяч сом каждый месяц. Конечно, здесь приведен просто пример, но важнее понять схему, которая работает для любых сумм. Расчет суммы, необходимой для вашей финансовой безопасности, производится по вот этой формуле. Третий шаг – это финансовая свобода. Финансовая свобода предполагает наличие капитала, пассивные доходы от которого превышают ваши возможные текущие расходы. С момента, когда вы достигнете финансовой свободы, вы сможете работать уже не ради денег, а ради дальнейшего роста, самореализации, удовольствия. Расчет капитала финансовой свободы осуществляется так же, как и капитал финансовой безопасности. Предположим, вам необходимо 100 тысяч сом ежемесячно для поддержания достойного, комфортного уровня жизни. В этом случае капитал, необходимый вам для достижения финансовой свободы, составит 8 миллионов сом. Инвестированные 8 миллионов сом на сегодняшний день могут обеспечить вам достойную жизнь, но нельзя забывать о том, что с каждым годом уровень инфляции увеличивается. Соответственно, должны увеличиваться и накопления. Подводя итоги, хочу напомнить базовые правила финансовой грамотности. Очень важно, чтобы вы не забывали записывать и анализировать ваши расходы и доходы, составлять и планировать бюджет. И самое главное, старайтесь с каждого вашего дохода хотя бы 10% сберегать для того, чтобы достигать ваших финансовых целей. Всем желаю финансовой свободы и благосостояния.